Во втором чтении одобрены изменения в закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Теперь право на официальное обращение в государственные органы и органы местного самоуправления будет предоставлено как физическим, так и юридическим лицам. Новый порядок рассмотрения обращений станет обязательным для всех государственных структур и должностных лиц, за исключением случаев, когда специальное законодательство устанавливает иной порядок. Обращение юридических лиц носит достаточно частый характер, где нет тех самых правил или регламента, по которому должна институт государственной власти дать ответ, дать аргументы, привести какие-то, дать обратную связь. Исходя из этого была актуальность и вообще его привести по содержанию в порядок, привести его в соответствие, где самым главным внесением изменений, поправки, то есть самое явилось те правила, те нормы, которые мы сюда включили, в какой период времени должны получить ответ и кто имеет право обращаться и в каком виде. Также депутаты в первом чтении поддержали законопроект о внесении изменений в закон о выборах депутатов Народного собрания парламента. Эти изменения направлены на улучшение формирования списков избирателей и повышение достоверности данных о гражданах, таких как гражданство, место жительства и дееспособность. Это поможет сократить ошибки в списках, а также сделать избирательный процесс более прозрачным. Это означает, каждый раз, когда у нас выборы проходят, окружные местные избирательные комиссии, они предоставляют списки. Они бывают недостоверными иной раз. Каждый раз сталкиваемся, 5 лет назад умершие там оказываются и выписаны. А сейчас будет ЦИК представлять МВД перед выборами, и централизованно все четко будет. Четкие данные будут у нас. Парламент в первом чтении принял законопроект, который изменяет возрастные требования для кандидатов в депутаты и президенты. Минимальный возраст для кандидатов в депутаты Народного собрания хотят повысить с 25 до 33 лет, а для кандидатов в президенты с 35 до 45 лет. При этом отменяется верхний предел возраста – 65 лет. Это позволит более опытным и зрелым кандидатам претендовать на высокие государственные должности. Именно с этой нормой у меня есть определенное несогласие. Я все-таки считаю, что верхний предел должен быть. Да, и со многими из коллег сейчас, не со всеми, но со многими коллегами я это обсуждал. Другое дело, что возможно корректировка верхнего предела. Да, например, если с нынешних 65 до 70. Это опять же я просто озвучиваю в качестве своего предложения, которое будет оформлено уже ко второму чтению. Также предлагается повысить минимальный возраст кандидатов в депутаты органов местного самоуправления с 25 до 28 лет. Уточняется, что только граждане Абхазии могут быть избраны. Члены избирательных комиссий должны быть не младше 25 лет и проживать в соответствующем районе. Избирательные бюллетени будут на абхазском и русском языках. Действующим депутатам запрещается участвовать в инициативных группах для избежания административного давления. Единственным документом для удостоверения личности избирателя станет паспорт гражданина Абхазии. Иностранные наблюдатели смогут участвовать в выборах по приглашению властей. Парламент принял в первом чтении проект закона об особенностях предоставления льгот по оплате коммунальных услуг. Согласно законопроекту, 50% скидку на коммунальные услуги смогут получать многодетные семьи с 3 и более детьми, учителя дошкольных и школьных учреждений, малоимущие семьи, одинокие пенсионеры, младший и средний медперсонал государственных учреждений здравоохранения. Кабинет министров получит полномочия устанавливать лимиты на льготы, а компенсация расходов коммунальным организациям будет осуществляться за счет бюджета. Закон также вводит определение коммунальной услуги и уточняет, что льготы будут устанавливаться законами Абхазии и актами Кабинета министров. Статистически, сколько этих людей, именно подходящих под категорию 50% льготы, все это есть. Также на комитете присутствовал министр финансов и министр экономики. И все вопросы необходимые, которые должны были прозвучать, прозвучали, и ответы тоже. В принципе, мы очень конструктивно подошли к этому вопросу.
В Абхазии ведут единую тарифную политику в стратегически важных отраслях. Парламент принял изменения в законодательство о регулировании цен и электроэнергетике. Теперь функции расчета тарифов будут сосредоточены в Министерстве экономики, а полномочия по регулированию цен на жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию передаются от местных властей Кабинету министров. В этом законопроекте мы говорим, Кабинет министров утверждает стоимость. И когда он будет видеть реальные тарифы, а он сегодня их не видит, будет смотреть, это большая социальная нагрузка или маленькая. При большой социальной нагрузке он будет понимать, какой объем тарифа сегодня возможно запустить, который будет максимально обеспечивать ведомство или отрасль, и не погубив ту или иную ведомство. Парламент Абхазии принял поправки в закон о налоговой службе, которые устанавливают четкий порядок проведения налоговых проверок центральным органам, ответственным за налогообложение. Внесенные изменения также касаются уточнения наименований налоговых органов, что позволит устранить существующие противоречия с действующим законодательством. Также депутаты внесли изменения в закон о Кабинете министров, чтобы он соответствовал текущей структуре правительства. Эти изменения помогут сделать термины более понятными и устранить противоречия в законах, что должно улучшить работу государственной системы. День учителя, который отмечается 5 октября, официально стал праздничным рабочим днем в Абхазии. Депутаты парламента приняли соответствующие поправки в закон о праздничных и памятных днях. Гугуца Вардания, Рамо Камке, Абхазское телевидение.